Аллах сказал в Коране: «Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах соберет вас вместе. Поистине Аллах всемогущий». Меня зовут Паскаль. По профессии я учитель, я христианин. Я допускаю, что вы согласитесь с тем, как мы, христиане, трактуем перевод слова «порожденный». Я приведу вам в пример следующие цитаты. Первый пример. Во всех 4 Евангелиях, когда Христос вступил в водокрещение, раздался голос из-под небес: «Это Сын мой возлюбленный, на ком мое благословение. Слушайте его». То же самое во втором примере, когда на горе Фавор свершилось преображение Господне, его лицо просияло, как солнце, и раздался голос с неба: «Сей есть Сын мой возлюбленный, слушайте его». Есть еще несколько примеров, когда он пришел изгонять демонов, и ему повстречались бесноватые. «Что тебе до нас, Сын Божий? Пришел ты сюда, прежде времени мучить нас». И еще случай, когда первосвященник обратился к нему: «Именем Бога живого заклинаю тебя, скажи нам, ты помазанник, Сын Бога?» И пятый пример, когда они привели Иисуса к Понтии Пилату, первосвященник Киафа спросил его: «Заклинаю тебя Богом живым, ты ли Христос, Сын Божий?» Тогда первосвященник воскликнул: «Он богохульствует, это против нашей религии, распять его». Понтий Пилат не знал об этом. Причина, по которой они собирались распять его, состояла в том, что он объявил себя Сыном Божьим. Даже если он и не заявил об этом прямо, но косвенно подразумевалось, что он был Сыном Божьим. Допустим, я говорю: доктор Закир Наек имеет медицинскую степень доктора, и вы согласитесь со мной, поскольку так оно и есть, и вам совсем не обязательно самому заявлять об этом. Я Закир Наек, доктор медицины. Равно как и Иисус, несмотря на то, что он сам и не заявляет «Я Сын Божий», он все же одобрял это утверждение. Просто от своей скромности он не заявлял открыто о том, что он Сын Божий. Приведу вам еще один пример. Брат, задавайте уже вопрос по существу. Вы уже процитировали 5 стихов без каких-либо ссылок. Пора уже задать вопрос. Я пришел без всякой подготовки, поэтому не привожу ссылки. Хорошо, нет проблем. Я сам помогу вам с ссылками, не переживайте. Я помогу. Так в чем же ваш вопрос? Или же, процитировав эти 5 стихов, вы пытаетесь сказать, что Иисус заявлял о своей божественности? Да. Понятно. Но мой вызов заключался в том, чтобы вы привели мне хотя бы один ясный и неоспоримый пример из Библии, в котором Иисус Христос сам лично заявляет, что Он является Сыном Божьим, где Он сам говорит «Я Бог» или «Поклоняйтесь мне», и я готов принять христианство. Вы не привели мне ни одной цитаты, ясной цитаты, в которой Иисус Христос, мир Ему, лично заявляет «Я Бог» или же «Поклоняйтесь мне». Вот вам Библия, брат. Это Библия короля Якова. Ну а поскольку вы учитель и, как вы говорите, пастор, вы пастор? Нет. Значит, учитель. Я учитель. Я истинно верующий христианин. Хорошо. Есть такое издание Библии, в котором все изречения Иисуса выделены красным. Вы привели 5 разных цитат, которые можно отнести к 2 группам. Во-первых, вы сказали, что везде, при этом допустив ошибку в цитате. Вы попытались процитировать Евангелие от Иоанна из 3 главы, стих под номером 16, в котором говорится: «Ибо Бог так возлюбил этот мир, что пожертвовал Своим единственным Сыном ради того, чтобы каждый, кто уверует в Него, не погиб, а обрел вечную жизнь». Она встречается не во всех Евангелиях, а только в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 16 стихе. Можете записать себе и пойти проверить. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 16 стихе говорится: «Ибо Бог так возлюбил этот мир, что пожертвовал Своим единственным Сыном ради того, чтобы каждый, кто уверует в Него, не погиб, а обрел вечную жизнь». Более того, в своем заключительном 5 примере вы снова неверно процитировали, утверждая, что Иисус объявил себя Сыном Божьим. Это ваши слова. А вам известно, что Библия упоминает целое множество сынов Божьих? Если прочитать Библию, то Адам был Сыном Божьим, мир ему, Ефрем был Сыном Божьим, Израиль был Сыном Божьим. Почитайте послание к Римлянам, главу 8, в которой говорится: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Если вы праведный человек, то и вы сын Божий. Если же я праведный человек, то, согласно Библии, и я сын Божий. Но они начинают возражать: «Нет. Иисус Христос не такой сын Божий, как все. Он порожденный сын».
Поэтому, если отвечать на ваш последний вопрос, то в Библии можно найти массу примеров сынов Божьих. Адам – сын Божий, Ефрем – сын Божий, Израиль – сын Божий. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи. Но христианский проповедник скажет вам, что все не совсем так, и что Иисус Христос не такой Божий Сын, как все. И теперь мы возвращаемся к вашему первому вопросу. Они говорят, он порожденный сын. И тут они приводят, кстати, вы не упомянули их сегодня, но я вам помогу, брат. Евангелие от Иоанна, главу 3, стих 16. «Ибо Бог так возлюбил этот мир, что пожертвовал своим единственным Сыном, ради того, чтобы каждый, кто уверует в Него, не погиб, а обрел вечную жизнь». Брат, а вы знаете значение слова «порожденный»? Что означает слово «порожденный»? Слово «порожденный» в данном случае нельзя воспринимать в буквальном смысле. Я просто спрашиваю вас о значении слова «порожденный». Да, я знаю. Что значит слово «порожденный»? Порожденный имеет два значения. Если мы говорим о человеке, то это значит рожденный из плоти своих родителей. Но если мы говорим о порожденном Сыне Божьем, то это не значит, что он живорожденный, а просто подчеркивает близкую связь отца и сына. Если мы говорим «сын», допустим, я обращаюсь к какому-то в зале «мой сын», его это не обидит. Быть может, это молодой человек, и я обратился к нему и сказал: «Подойди ко мне, сынок». Но если я скажу «мой порожденный сын, подойди ко мне», он тут же даст мне в челюсть. Потому что это звучит как намек, упаси Аллах, на то, что я вступал в половую связь с его матерью. Разве не так? Если я обращусь к этому юноше «мой порожденный сын», допустим, ему 23 года, а мне уже за 40. И если я скажу «мой порожденный сын, подойди ко мне», он тут же сломает мне челюсть. Почему? Потому что это означает ставший отцом путем осеменения, посредством присущего всем животным свойства размножения половым путем. Поэтому если вы почитаете исправленную версию Библии, ставших результатом работы 32 христианских ученых высшей степени пресвященства, под попечительством представителей 50 христианских деноминаций, которые сделали вывод, что слово «порожденный», упомянутый в Евангелии от Иоанна в 3 главе в 16 стихе, является вымышленной вставкой и фальсификацией, и удалили его из Библии. Вы знали об этом? Почитайте исправленную стандартную версию Библии, которая является бестселлером, под редакцией 32 христианских ученых высшей степени пресвященства, под попечительством представителей 50 христианских деноминаций. Они сделали вывод, что слово «порожденный» является вымышленной вставкой и фальсификацией, и вовсе удалили это слово. Если же вы говорите «Божий Сын», то таких сыновей в Библии огромное количество. Таким образом, я ответил на ваш первый и последний вопрос. Что касается второго и третьего, в котором он отвергает бесноватых, процитируйте стих полностью. Вы не процитировали мне стих полностью, который я уже приводил в своей лекции сегодня. Возьмем Евангелие от Матфея, глава 12, стих 27. «Я изгоняю бесов Духом Божьим». Или Евангелие от Луки, глава 11, стих 20. «Я перстом Божьим изгоняю бесов». Он не утверждает, что он делает это сам. Он говорит, что делает это с помощью Бога. Из этого следует, что он не Бог. Все стихи, процитированные сегодня вами, ясным образом указывают на то, что он был Божьим посланником. Он не был Богом. Именно поэтому я изначально вас попросил привести в пример хотя бы одно ясное, неоспоримое утверждение из Библии, в котором Иисус Христос сам говорит «Я Бог» или «Поклоняйтесь мне». И я готов принять христианство. Вы нигде не найдете, чтобы Иисус сделал такое заявление. Если мы говорим о сыне, как если бы я подозвал кого-нибудь: «Сынок, подойди сюда», это не означает, что он порожденный сын. То же самое и с вашим обращением ко мне, как доктор Закир Найк. Если я не возражаю, это еще не значит, что я на самом деле являюсь или не являюсь доктором. Многие обращаются ко мне как ученый доктор Закир Найк, но я не считаю себя ученым. Я отношу себя к студентам, ищущим знания. Если кто-то называет меня ученым, и я не обращаю внимания, то это не значит, что я с этим согласен. Может быть, они так считают, но я считаю иначе. Я всегда называю себя студентом в поисках знаний. Талибуль ильм. А вас я прошу привести мне строку из Библии, выделенную красным цветом, которым обозначено изречение Иисуса Христа, мир ему. Приведите мне в пример хотя бы одно ясное, неоспоримое утверждение из Библии, в котором Иисус Христос сам говорит «Я Бог» или «Поклоняйтесь мне». И я готов принять христианство. Станьте нашим спонсором, и да примет от вас Аллах.